продолжаем показывать исторические памятники Галского района. По сведениям Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия, в Абхазии находится 25 заповедников историко-культурного наследия. В этом списке нет Галского района, и очень жаль, так как здесь оказалось очень большое количество малоисследованных исторических памятников. Молодые историки в лице Шандора Кайтан, Дмитрия Счастного и Инны Журавлевой прошлись с приборами фиксации по древним архитектурным памятникам. Я по-новому взглянул на город Гал, несмотря на то, что по рабочим моментам я там неоднократно бывал, но это были такие случаи, когда город просто проезжался, да, из одной точки в другую точку. На этот раз у нас получилось познакомиться с городом гораздо ближе и увидеть, узнать его совершенно в таком многообразии, да, скажем. Город, который предстал как набор исторических памятников, не только относящихся к нашему времени, скажем, 20 веку, но и гораздо более древнему времени. В Гале присутствуют памятники даже каменного века. Мы их, к сожалению, не смогли наблюдать, но тем не менее периода Средневековья, вот памятники, мы сумели посетить, зафиксировать их. И надеемся, из этого что-то получится, чтобы показать уже широкому кругу людей. Исторические памятники, найденные на территории Галского района, можно разделить на 3 вида – археологические, архитектурные и фортификационные. Задача наших историков – их зафиксировать и нанести на карту. Были раскопки в Печоре, там, где Дехагудзуба называется. Там много экспонатов было. Нашли там много экспонатов, которых не осталось в Галском районе. Нету вообще в Абхазии, он не остался. И повезли там античный век и дальше, даже до нашей эры, который род такой, гудзуби, жили в тех местах. Это есть в Печоре, есть в Гумурище, такие раскопки шли. Все те, которые нашли там экспонаты, там, что нашли, все они на эксперт повезли в Тбилиси и обратно ничего не привезли. Тогда у нас был этнографический музей в Гальском районе, который сейчас ничего нету там. И разграбили, и там много экспонатов были, которые здесь, когда вот цитрусовый совхоз корчевку делали, тогда здесь лес был, тогда находили даже экспонаты до нашей эры. В селе Хиацха были обнаружены развалины древнего строения. На первый взгляд это сторожевая башня-крепость, превращенная в храм. Была произведена фотофиксация и замеры. Большая часть архитектурных памятников Гала и Гальского района была построена из известняка, наверное, особого типа. В отличие от известняка, который преобладает в западной части Абхазии, первый, он очень сильно разрушается. То есть он не похож на монолит, а это многочисленные мелкие кусочки, которые разваливаются под воздействием дождя, солнца, ветра и так далее. И, конечно же, большая часть этих памятников нуждается в том, чтобы на них обратили внимание, нуждается в реставрации, в какой-то защите, хотя бы их надо какой-то крышей накрыть, не знаю, почистить. В километре от храма обнаружена крепостная стена протяженностью в полкилометра. Местами стена прерывается и продолжается дальше. Что самое удивительное, эта стена в исторической литературе не отмечена. В прошлом году здесь заложили 2 шурфа абхазские археологи из Абиги и сотрудники Минкульта.
Вдоль стены виднеются свежие ямы, прослеживаются следы керамики. Эта стена находится в относительной близости от крепости и имеет отношение к соседним холмам. Мы заметили, что она повторяет рельеф, и, по всей видимости, имела какое-то защитное предназначение, но относительно того, в какое время эта стена функционировала, к сожалению, сегодня нельзя сказать, потому что по некоторым предположениям она, возможно, даже была неизвестна до недавнего времени, потому что мы не смогли найти упоминания в литературе никакого по этому объекту. Но тем не менее, в прошлом году командой молодых археологов, которую возглавил Шандор, были проведены археологические раскопки, заложены шурфы для того, чтобы хоть какое-то представление об этом получить. И данные, которые им удалось собрать, они на сегодняшний день обрабатываются, и в ближайшем будущем, я думаю, будет какой-то доклад. На крепости Глаза-Губаза, так называют эту крепость, которая находится в селе Хяцха, нами было зафиксировано множество таких небольших углублений, которые были произведены именно черными археологами. Видимо, там тоже с металлодетекторами ищут ценности, которые с целью перепродажи. В селе Хиацха исследователи посетили храм рода Акерта. Предположительно, это храм, посвященный Георгию Победоносцу. Датируется серединой XIX века. В центре храма построен деревянный навес. Большое количество бумажных икон говорит о том, что храм действующий. Здесь проводятся богослужения, возносятся молитвы. Повсюду лежит инвентарь, явно ритуального значения. Большое количество котлов с зубчатыми краями. В центре храма на пеньке лежит одна из главных святынь абхазского жилища – надочажная цепь. Местные жители рассказывают, что здесь в старые времена находился мужской монастырь. Рядом с храмом находится кладбище. Нам показали могилу настоятеля храма. Она интересна тем, что за прошедшие годы из нее выросла огромная липа. Почти в каждом старом храме у подножья стен лежат глиняные кувшины, пифосы, со остроконечным дном. Такая форма предназначена для нахождения кувшинов в земле. В них, как правило, хранится вино. Это освященное вино для богослужебных ритуалов. Однако нас удивило такое большое количество пустых пифосов. Некоторые утверждают, что это было жертвенное вино для церкви, но есть и другие точки зрения. В кувшине это основное, это где церкви, где могила и в таких местах, да. Они вина приносили, допустим, жертвование. Мы все равно, хотите не хотите, это винное государство, вино, культ для нас это самый главный. Почему? Потому что мы, когда тост поднимаем, там ясно, что культ для нас вино. И сегодня. И тогда вообще было это как Божья жидкость и Божье создание. Из-за этого всегда вино нашли в кувшинами. Тогда была эта посуда, емкость, которой. И они жертвовали всегда и оставляли эти кувшины там. Что касается этих кувшинов, которые мы видели в Хиацхах, это означает то, что в Галском районе ажира, те люди, которые оставили после 1993 году, они
и в свой дом и ушли, или в Грузии, или в России, или в европейских странах, они приходят сюда, чтобы выкапывают вот этих кувшинов и возят вот эту церковь, и там оставляют. Потому что, я не знаю, вот когда мы с людьми разговариваем, ну, оказывается, нельзя говорить без присмотра оставить, это нехорошему этому роду, и поэтому они выкапывают эти кувшины и туда возят в церковь и оставляют там. По рассказам местных жителей, эти пифосы связаны с культом Ажира, кузницы, то есть те семьи, которые имели у себя кузни, соответственно, они имели эти кувшины, зарытые в землю, вот, они имели ритуальное назначение. И в тех случаях, когда семья или род или мужчина покидал дом навсегда, у них считается, что нельзя оставлять эти предметы без присмотра. И люди их извлекали из земли, приносили в храм в качестве жертвы или в качестве какого-то вот подаяния, чтобы оно не оставалось в одиночестве, а находилось рядом с Богом. Если материалы, собранные нашими историками, будут изучены и систематизированы, появится возможность к списку историко-культурных заповедников добавить еще один в Галском районе.